Я в мир удивительный этот пришел, отваге и правде учиться. Единственный друг, дорогой комсомол, ты можешь на нас положиться. Мы пройдем сквозь шторм и дым, станет небо голубым. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Грядущие дни, как во все времена, недобрым метелем кружится. Родная моя, дорогая страна, ты можешь на нас положиться. Мы пройдем сквозь шторм и дым, станет небо голубым. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Заветной весны высота не взята, и надо с дороги не сбиться. Мечта наша гордая, наша мечта, ты можешь на нас положиться. Мы пройдем сквозь шторм и дым, станет небо голубым. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Добрый день, дорогие друзья! В наши дни никого не удивляет, когда человек с посеребренной головой и седыми висками, когда его чествуют за заслуги перед обществом, скромно, но с гордостью говорит: «Таким меня воспитал ленинский комсомол». Действительно, комсомол воспитал миллионы патриотов, которые в бою, в труде доказали свою любовь и преданность своей родине. В 2024 году исполняется 100 лет со дня организации Бурятской комсомольской организации. Это дата 5 мая 1924 года. Бурятский комсомол прошел славный путь побед и борьбы. И сегодня у нас особый гость. Это Сергей Пурбуевич Будажапов, российский политический деятель, депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации 2 созывов. Сергей Пурбуевич окончил Бурятский государственный педагогический институт, физико-математический факультет, Новосибирскую высшую партийную школу, также Академию государственной службы при президенте Российской Федерации. Доктор исторических наук, профессор Восточно-Сибирского технологического университета, заслуженный работник образования Республики Бурятия. Сергей Пурбуевич – председатель правления Бурятской региональной общественной организации «Ветераны комсомола Бурятии». Добрый день, Сергей Пурбуевич. Мы рады приветствовать вас в нашей библиотеке. Наша встреча проходит в рамках 100-летнего юбилея комсомола нашей Бурятии. И я думаю, что вся ваша юность была полностью посвящена комсомолу. Сергей Пурбуевич, расскажите, пожалуйста, о своей комсомольской молодости. Моя комсомольская биография, наверное, характерная для многих детей моего поколения. Я вступил в ряды ВЛКСМ осенью 1965 года, был избран впоследствии комсоргом класса, членом комитета комсомола, после был секретарем ученической комсомольской организации своей родной школы. После института, когда я приехал работать учителем физики, продолжилась моя комсомольская биография. Уже учительскую комсомольскую организацию возглавлял, затем секретарь Селенгинского райкома комсомола по учащести молодежи и пионерии. Дальше первый секретарь райкома комсомола, и в последующем завершилась моя комсомольская биография в 1982 году.
в должности первого секретаря Бурятского обкома ВЛКСМ. Комсомол был в истории нашей страны, Советского Союза, самой массовой молодежной организацией. Аналогов такого в мире нету. Кто-то говорил, что даже ВЛКСМ был занесен в книгу Гиннесса. Действительно, школу комсомола прошли сотни миллионов советских юношей и девушек. В нашей республике это сотни тысяч. Комсомольские организации в нашей республике начали создаваться в 1920 году. Тогда это были отделения от ревсомольских организаций. Тогда комсомол не носил еще имя Ленина. Был Российским коммунистическим союзом молодежи. Начали создаваться как отделения Иркутской губернской организации комсомола. Но официальной датой рождения бурятской организации является 1924 год, дни проведения первого съезда с 5 по 9 мая 1924 года. Съезд проходил на углу улиц Ленина и Сухобатора. Сегодня там располагается Восточный институт Бурятского государственного университета. Там есть памятная табличка, приуроченная этому событию. И вот 5 мая 1924 года официально было признано как датой рождения Бурятской комсомольской организации. Отсюда следует, что в этом году, в 2024 году, Бурятская организация ВЛКСМ отмечает свое 100-летие со дня образования. Этот юбилей, вековой золотой юбилей, совпадает с 50-летием начала строительства Байкало-Амурской магистрали. Датой начала считается 8 июля 1974 года, когда было принято постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР о строительстве Байкало-Амурской магистрали, которая проходила по северным районам нашей республики. Я должен сразу сказать, что у нас сразу с 1974 года первые отряды комсомольцев, ударных комсомольских отрядов, начали высаживаться в Северобайкальском районе. Весной 1974 года сразу с 17-го съезда ВЛКСМ прибыл отряд, который начал осваивать местность на полуострове Курлы, ныне сегодня город, где располагается город Северобайкальск, столица Северобайкальского района. Поэтому все мероприятия, которые приурочены этим двум знаменательным датам, а комсомол и БАМ, конечно же, это неразрывные понятия. Комсомольцы были одной из ударных сил на строительстве Байкало-Амурской магистрали. В целом там было задействовано свыше 2 миллионов человек, и львиную долю которой составляли молодые рабочие, молодые строители, передовым отрядом которых являлся комсомол. Не случайно он приобрел сразу с первого дня статус всесоюзной комсомольской стройки. И я, могу сказать, что, основываясь на своем опыте, если в 1956 году по завершению целинной эпопеи, то есть освоения залежных целинных земель Советского Союза, которое завершилось значительным увеличением производства сельскохозяйственной продукции, хлеба прежде всего, пшеницы, комсомол был награжден орденом Ленина, то я нисколько не сомневаюсь, что если бы Советский Союз существовал бы, завершение строительства Байкало-Амурской магистрали ознаменовалось бы очередной высшей наградой нашей страны за ударный труд миллионов советских юношей и девушек со всех концов Советского Союза. Поэтому в этом году юбилей, поскольку совпадает, мы приняли решение, что надо провести общее торжественное собрание и, рассказывая молодежи, современной молодежи, о делах комсомола. Конечно же, мы не можем обойти эти
даты и прежде всего, конечно же, строительство Байкало-Амурской магистрали. Я думаю, что это отдельная тема для разговора, поскольку БАМ, действительно это была грандиозная стройка, которая диктовалась просто стратегическими, геополитическими интересами нашего государства. Надо было подстраховывать железнодорожные сообщения с центральной частей России и до Тихоокеанского побережья, что и было сделано. Сегодня, когда рассказываешь иногда некоторым молодым ребятам, какие трудности преодолевали их сверстники, которые трудились на БАМе, но я вижу по глазам, что некоторые, или не верят, или некоторые сомневаются. Трудно это представить, что в зимние 40-градусные морозы первые отряды первопроходцев, комсомольцев, строителей БАМа высаживались просто в глухую тайгу и по пояс в снегу расчищали площадки под будущие объекты Байкало-Амурской магистрали. Жили в палатках, круглосуточно топили буржуйки, чтобы удерживать тепло, испытывая огромные бытовые трудности. Первопроходцы показывали действительно героизм. Вот у нас будет 1 июля совместное собрание, посвященное двум этим юбилейным датам, где в оперном театре соберутся и строители, и комсомольцы, и будет присутствовать, я могу сегодня это с уверенностью сказать, потому что Вячеслав Иванович Аксенов, это командир Всесоюзного ударного комсомольского отряда, который трудился у нас на севере Бурятии. Здесь же он был удостоен многих наград, в том числе и высшей награды Советского Союза, это звание Героя социалистического труда, был избран депутатом СССР, делегатом комсомольских съездов, партийного съезда. Человек действительно легенда. Ныне он проживает в городе Красноярске. Он будет 1 числа на этом собрании у нас в оперном театре, будет выступать. Он один из немногих, кто сегодня является героем социалистического труда, их было немало, лауреатом премии Ленинского комсомола. Это человек, который прошел действительно самые трудные, самые тяжелые участки, периоды строительства Байкало-Амурской магистрали. И действительно, вот на таких людях, собственно говоря, опиралась и брала пример молодежь, которая была задействована на строительстве этой грандиозной стройки. Я не могу не сказать о том, что в 1980 году нам удалось, я в то время был первым секретарем областного комитета ВЛКСМ, нам удалось добиться разрешения на формирование своего отряда «Комсомолец Бурятии», который был высажен на маленькую деревушку Таксимо. Сегодня это районный центр Муйского района нашей республики. И этот отряд показал себя самым достойным образом и стал одним из лучших отрядов не только на бурятском участке, но и в целом на строительстве Байкало-Амурской магистрали. Многие бойцы этого отряда живут и сегодня в Таксимо, многие уже, находясь на заслуженном отдыхе, живут в городе Улан-Удэ, в других районах нашей республики. Но они внесли тоже достойный вклад в строительство Байкало-Амурской магистрали, отличились не только на объектах непосредственно строительства Байкало-Амурской магистрали, но и сделали очень большое дело. Дело в том, что в 1940 году на Баранчеевском озере, недалеко от села Таксимо, затонул гидроплан, который вел разведывательные работы будущей Байкало-Амурской магистрали. Идея строительства БАМа была еще до войны в умах советского правительства и соответствующих структур. Велась разведка будущей трассы. И этот гидросамолет потерпел аварию в августе 1940 года, и несколько человек экипажа погибли. Самолет сам затонул. Эти ребята, наши ребята, нашли
этот самолет на дне Баранчеевского озера. Вместе со студентами технологического института, которые увлекались подводным плаванием, смогли, значит, продумать систему подъема этого, значит, самолета, поскольку он был очень большой, длина, размах крыльев достигал 70 метров. И построено-то было таких самолетов, значит, считанные единицы. И в результате, значит, смогли его поднять на поверхность. Впоследствии его перевезли, и он сегодня находится в музее воздушного флота в МОНе на Подмосковье. А на станции, железнодорожной станции Таксимо, значит, стоит памятник, уменьшенная копия этого самолета, который был изготовлен комсомольцами авиационного завода, Уланденского авиационного завода во время субботников. Вот это тоже, значит, это памятник первопроходцам БАМа, тем людям, которые в далекие 40-е довоенные годы занимались и, значит, пожертвовали своей жизнью, многие из них, ради того, чтобы Байкало-Амурская магистраль была построена вот в конце прошлого столетия. Более того, поисковики, наши комсомольцы, нашли семьи погибших членов экипажа в разных местах Советского Союза. Взяли воспоминания, и, конечно же, можете представить себе удивление, радость, благодарность потомков этих героических людей, в жизни которых узнали вот их дети, внуки, увидели самолет, увидели документы, увидели личные вещи, которые находились в этом самолете. То есть наши ребята занимались не только строительством, но и занимались тем, чтобы, значит, вот, молодежь, последующее поколение хорошо представляли, как строился БАМ. Это величайшая, действительно, значит, комсомольская стройка, значит, в истории не только ленинского комсомола, но и в целом Советского Союза. Недавно мы отметили, конечно, Великую Победу, и нельзя, конечно, не сказать, что наш бурятский комсомол внес большой вклад в это дело, да? Конечно, как вся страна, и наши комсомольцы, и труженики, жители Бурятии, все для фронта, все для победы. Это был не просто лозунг, это был смысл жизни. И молодежь, естественно, значит, подростки заменили на заводах, фабриках своих ушедших на фронт отцов, братьев. А комсомольцы, значит, ушли на фронт в первые дни Великой Отечественной войны 12 с лишним тысяч человек во главе с первым секретарем Бурятского обкома комсомола Владимиром Афанасьевичем Сахьяновым. Я скажу, что Владимир Афанасьевич достойно, как говорится, от звонка до звонка прошел все трудные годы войны, закончил в 1945 году, вернулся в республику в звании полковника, начальника политотдела стрелковой дивизии и долгое время до выхода на заслуженный отдых проработал в правительстве нашей республики в должности заместителя председателя правительства, а до этого возглавлял партийные организации, несколько ряд районов нашей республики. Я думаю, что молодежь наша знает о том, что среди героев Советского Союза, которые были удостоены, скажем, Петр Харитонов, одним из первых, в 1941 году был удостоен этого высокого звания Герой Советского Союза. А до этого Гармажап Гармаев, значит, чьим именем названа застава в Кяхтинском районе. Он в финскую войну в 1940 году был удостоен звания Герой Советского Союза, одним из первых из нашей республики. Ряд других воспитанников бурятского комсомола были удостоены, значит, и высших наград, и, значит, боевых орденов и медалей за проявленное мужество, героизм в годы Великой Отечественной войны. Ну, мне доставляет, конечно же, и не только мне, удовольствие сказать о том, что такой героизм, подлинный патриотизм показывает показали наши ребята и в последующие годы, в годы необъявленных войн,
так называемых вооруженных конфликтов, в том числе и за пределами нашей страны. Ну, я имею в виду прежде всего Афганистан, война, которая была, в которой участвовали наши ребята в Корее, 51-53 годы. Это события на Северном Кавказе и, конечно же, сегодня в ходе специальной военной операции. Я не могу не сказать о том, что ансамбль «Старики-разбойники», в котором состоят все бывшие, бывших, наверное, не бывает, а члены ансамбля, самому старшему 87 лет, это Занак Алсанович Тумуров, самому молодому 66 лет. В прошлом году, в мае 2023 года, побывали на Тихоокеанском флоте, выступали, встречались, общались с экипажем корвета, который носит имя Героя Российской Федерации Алдара Цыдынджапова. Я просто понимаю, что многие знают и историю. Это парень, который в 19 лет совершил героический подвиг и ценой своей жизни спас эсминец и, самое главное, экипаж этого эсминца, состоящий из 356 членов, матросов и офицеров. Впервые за весь послевоенный период рядовой матрос военно-морского флота нашей страны был удостоен высшей награды своей страны, своей родины – звание Героя Российской Федерации. И второй момент. В истории военно-морских флотов всего мира нету случая, чтобы именем рядового матроса назвали военный корабль. Вот там на 37-м пирсе Тихоокеанского флота во Владивостоке на причале стоят рядом два корабля. Это корвет Героя Российской Федерации Алдар Цыдынджапов. Он небольшой, компактный, современный, оснащенный самыми современными видами вооружения, способный вести и уничтожать цели как воздушные, надводные и подводные. А рядом стоит фрегат, более крупный корабль, экипаж которого составляет там 300 с лишним человек. Фрегат, названный «Маршал Шапошников». Вот рядовой Алдар Цыдынджапов и маршал Шапошников. Маршал Шапошников в годы Великой Отечественной войны был начальником Генерального штаба вооруженных сил нашей страны. Это военный, профессиональный военный, биография которого началась еще до революционный период, очень уважаемый, авторитетный в вооруженных силах нашей страны военачальник. И вот два соседства этих корабля, оно очень символично. И вот мы даже сами не знали о том, что это в мировой практике первый такой случай, когда именем нашего бурятского парня назвали боевой корабль. Оказывается, такого нету в мире. Конечно же, мы можем только этим самым гордиться. А сколько ребят наших из Бурятии совершили уже героические подвиги, награждены высшими наградами нашей страны в ходе специальной военной операции, когда тоже приходится с оружием в руках отстаивать право нашей страны на самостоятельное развитие, на суверенитет. Поэтому я хочу сказать, что несмотря на то, что последние 3 десятка лет ориентиры в воспитании молодежи были как-то смещены, когда в чести стало не то, что человек делает для своей страны, родной страны, какие добрые дела он совершает, а когда приоритетом стали богатство, достижение каких-то меркантильных целей. Тем не менее, глубинные, на генном уровне, мне кажется, зерна любви к родине, патриотизма, которые были заложены с молоком матери, так привиты нашим ребятам, они дают сегодня знать. И это говорит о том, что вот эти вот традиции старшего поколения, они продолжаются современной молодежи. И, конечно же, обращаясь к читателям юношеской библиотеки, я не могу не сказать о том, что современная молодежь, она более грамотная, более начитанная, продвинутая. И очень радует нас, представители старшего поколения, что вот эти лучшие черты советской молодежи,
о них можно рассказывать много. Они сохранились, и их надо сегодня взращивать, их надо воспитывать, их надо пропагандировать. И вот я один просто пример хотел бы привести, показать вот книгу, которую общественная организация «Ветераны комсомола Бурятии» издала в 2020 году. Так видно, да? В 2020 году она называется «Мы росли и мужали вместе с городом». Книга, она издана к 100-летнему юбилею Верхнеудинской Улан-Удэнской городской комсомольской организации. Здесь много воспоминаний, ребята найдут очень много поучительного, надо только вдумчиво, внимательно, осмысленно прочитать эту книгу. И здесь вот есть повествование о вожатой подпольного пионерского отряда. Здесь говорится о Прасковье Ломповой, которая в довоенные годы работала пионер-вожатой в одной из школ нашего города. Вышла замуж за военного и волей случая оказалась с первых дней войны на западной границе нашей страны. Сразу попали, вместе с сыном в концлагерь. Там она родила своего второго сына. Муж потом, как выяснилось, офицер, погиб в первый же день войны. Она этого не знала, пока война не закончилась. И вот до 1944 года она была в концлагере в Латвии. И вот в жесточайших условиях жизни в концлагере, когда не было сил после этих издевательств, после изнурительных работ, она вечерами собирала ребятишек, которые вместе со своими родителями оказались в концлагере, своими матерями. И она им рассказывала о пионерской организации и создала подпольный пионерский отряд. Вернувшись в свой родной Улан-Удэ, она продолжала работать с детьми. Вот это поразительный пример верности пионерской присяге, скажем так. Или пример Николая Лимонова. Наверное, многие ребята читали книгу «Как закалялась сталь» Николая Островского. Так жизнь, деятельность Николая Лимонова, рабочего парня, воспитанника локомотива вагоноремонтного завода, она повторение подвига Николая Островского, о котором знает весь мир. Или подвиг Николая Петрова, комсомольца, который погиб на острове Даманский в военном конфликте, фотографии которого помогли объективную создать картину событий на этом острове, которые тогда всколыхнули весь мир. И таких примеров немало. Надо о них знать, извлекать из этого уроки. Все они воспитанники бурятской комсомольской организации, которая являлась одним из отрядов Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи. И, конечно же, об этом мы рассказываем при встречах с молодежью в рамках подготовки к юбилейным мероприятиям и в ходе этих юбилейных мероприятий. И будем, естественно, рассказывать, для чего, собственно говоря, и создана общественная организация «Ветераны комсомола Бурятии», для того, чтобы еще раз обратить внимание органов власти, общественных организаций на всех уровнях на вопросы работы с современной молодежью. Обратились еще раз к опыту ленинского комсомола. Нас радует то, что, наконец, вернулись к комплексу ГТО, готов к труду и обороне. Это не новый опыт. Или, скажем, сегодняшнее волонтерское движение, которое получило большой размах, и нас это тоже радует, поскольку раньше оно, в нашей молодости, это было тимуровское движение. Существовали военно-спортивные клубы при Центральном комитете ВЛКСМ. Проводились игры, военно-спортивные игры «Зорница» и «Орленок». Проводились массовые детские соревнования на призы клубов ЦК ВЛКСМ «Кожаный мяч», «Золотая шайба» по футболу и хоккею. «Белая ладья» привлекали ребят к игре в шахматы. Действовали широко было распространено движение студенческих строительных отрядов, в которых учащаяся студенческая молодежь
в летнее каникулярное время работала на производстве, строила, помогала старшим товарищам развивать производство. И одновременно получала трудовую закалку и зарабатывала на жизнь свою в период предстоящего учебного года. Вот, то есть из опыта комсомола можно взять многое и применить его с успехом сегодня. В условиях современного периода, когда мир изменился, он не стоит на месте. Поэтому изучение опыта является просто насущной потребностью для того, чтобы лучше обустраивать жизнь сегодняшнюю. И это, конечно же, должна делать в том числе и молодежь, в частности, черпая знания, опыт из тех книг, которые уже имеются в фондах различных библиотек нашего города и республики. Комсомол – это, конечно, замечательно. Мы все являемся членами комсомольской организации. Конечно, в свое время все были. Вот современная организация комсомола Бурятии, что это за организация, чем занимается? Очень трудный вопрос, потому что сейчас у нас многопартийная система в стране. Каждая партия старается создать при своей партии молодежную организацию, молодежное звено. Но пока такого опыта массового молодежной организации, к сожалению, пока не удается создать. Хотя и Владимир Владимирович Путин, президент нашей страны, уже обращал на это внимание, что надо создавать массовую молодежную организацию, детскую организацию, какой была Всесоюзная пионерская организация имени Владимира Ильича Ленина. У нас была все же стройная такая система воспитания молодежи, подрастающего поколения. С первых дней начала учебы в школе это октябренок. В 3 классе вступали в комсомол, в пионеры. Где-то в 7 классе вступали в ряды ленинского комсомола. И до 28 лет, с 14 до 28 лет, 28 лет это уже сложившийся человек со своими взглядами, убеждениями, получивший специальность, твердо стоящий на ногах, уже сформированный человек. Вот эту систему образования пытались копировать в других странах мира. Я даже скажу так, что когда в 1957 году впервые, через 12 лет после такой страшной опустошительной войны, какой явилась Великая Отечественная война, Советский Союз запустил первыми в мире искусственный спутник Земли, президент Соединенных Штатов Дуайт Эйзенхауэр собрал лучших умы своей страны и задал им вопрос, что нам нужно сделать, чтобы не отстать от Советского Союза. И ответ был такой, решение было такое: надо взять все самое лучшее из советской системы образования и воспитания. Поэтому то, что в Советском Союзе была сформирована система воспитания и образования, это сложившийся факт. Я могу привести свой пример из своей практики. В 1996 году в составе делегации Государственной Думы мне довелось быть в Индии. И на встрече в Делийском университете с преподавателями и со студентами этого ведущего вуза Индии нас попросили остаться профессорско-преподавательский состав. И когда мы остались наедине, они задали нам такой один вопрос, на который нам было очень трудно ответить. Они задали прямой вопрос: что у вас в России происходит, почему вы сегодня ломаете ту систему своего образования и воспитания, с которого мы брали пример и пытаемся внедрить у себя в Индии, в учебных заведениях. Надо было, конечно, отвечать на этот прямой вопрос. Это был очень трудный вопрос. Действительно, сделано было за этот период, вот после 90-х годов, очень много плохого, разрушившего нужное, но, к счастью, сейчас идет переоценка, переосмысление того, что натворили, и пытаемся возродить то лучшее, взять на вооружение уже апробированные годами, десятилетиями из советского периода жизни. Вот в том числе и создание молодежных и детских организаций. Вот движение, отвечая на ваш вопрос, движение первых
Ну, посмотрим, как оно сумеет, значит, прижиться вот в учебных заведениях, прежде всего в школах. 19 мая считается и до сих пор отмечается многими поколениями старшими и детскими отдельными организациями, как День пионерии, день рождения Всесоюзной пионерской организации. Я знаю, что на Красной площади в этот день коммунисты принимают в пионеры тысячами детей. У нас в республике то же самое есть, пионерская организация. И она очень востребована. И лучшего пока еще придумать и создать не удается. Поэтому почему бы не взять, значит, на вооружение тот опыт, который имелся в нашей стране. Я так могу на ваш вопрос ответить. Да, конечно, очень замечательно, интересно. Сергей Прокопьевич, как вы думаете, самая, на ваш взгляд, интересная и нужная книга или книги для подрастающего поколения? Книг очень, конечно, много написано для молодежи, для детей, для подростков. Я затрудняюсь что-либо сейчас, значит, конкретно порекомендовать. Просто я думаю, что каждый читатель, каждый, значит, юноша, девушка, мальчик или девочка должны, значит, пытаться как можно больше узнать из прошлого. И вообще, знаете, значит, мне кажется, что растет интерес, с каждым разом интерес к тому прошлому, а как жили наши отцы, деды, прадеды, что ими двигало, что их интересовало. И вот в качестве примера я могу сказать, что общественная организация «Ветераны комсомола Бурятии», которую мы создали и которую я возглавляю с 2012 года, она ставит прежде всего задачу, значит, о которой я уже частично сказал, ну, не ностальгией заниматься, не вспоминать, значит, свои молодые годы, а пытаться пропагандировать тот опыт работы с молодежью, который был наработан, который имеется и который можно применять сегодня. Многое из этого удалось сделать, в том числе и мы издали за эти годы 6 разных книг, рассказывающих о деятельности комсомольской организации. Вот одну из них я вам показал. Это книга, которая была издана, значит, в 2020 году. Нам помог в это время, в издании этой книги, значит, администрация города Улан-Удэ, выделив грант. А все остальное мы создавали, писали, издавали на собранные самими средства. Сейчас мы готовим к изданию книгу, которая посвящена юбилею комсомола. Она более объемной будет по содержанию, по разноплановой, энциклопедического характера. Тираж, если все предыдущие издания в силу, прежде всего, финансовых трудностей мы издавали тиражом максимум 500 экземпляров, то сейчас хотим издать 1000 экземпляров. И все эти книги мы направляем прежде всего в библиотеки учебных заведений. Поэтому читать есть что читать. Я уж не говорю о тех классических книгах, которые «Как закалял сталь», «Подвиги молодогвардейцев», сейчас очень актуально, поскольку сейчас бои в рамках специальной военной операции идут как раз там, где действовали подпольные отряды молодогвардейцев Олега Кошевого, Ивана Земнухова. Тема войны, защиты суверенитета, свободы и независимости своей нашей страны вновь на повестке дня. Конечно же, эта литература тоже, я думаю, что заинтересует многих. Думаю, что у нас в библиотеках накоплен большой фонд, который может удовлетворить любого интересующегося, значит, историей молодого человека. Сергей Прокопьевич, спасибо вам большое за такую замечательную встречу. Мы очень рады вам. И, конечно, мы поздравляем вас и комсомол Бурятии с замечательным юбилеем. И желаем, конечно, здоровья, процветания, всего хорошего и доброго. Спасибо Большое.
Я тоже хочу пожелать всем читателям юношеской библиотеки, всем здоровья, успехов в учебе и побольше интересоваться, конечно же. Ведь любовь к родине не воспитывается на одних каких-то призывах, там, страна наша большая, необъятная. Любовь формируется и начинается именно, как в песне поется. А может, она начинается с картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. Она начинается с родной школы, с родного класса, с родной улицы, с родного города, с родного села. Потом она перерастает, понимает, масштабы расширяются, перерастает уже понимание любви к целому, к своей родине. А без этого человек не может чувствовать себя твердо, уверенно на земле. Поэтому я бы хотел пожелать, чтобы, конечно же, мир надо узнавать, жизнью и за пределами нашей страны тоже надо интересоваться, познавать, ездить. Ну а Родина есть Родина. Поэтому я бы хотел пожелать всем читателям благополучия, успехов, ну и удачи во всех делах.